Салем, Казахстан! Сегодня наша страна празднует День независимости. Это, по сути, великий и памятный день для нашего народа. Но с этой датой у нас также связаны более трагические события 1986 и 2011 годов. Поэтому мы не будем сегодня на этом заостряться и поговорим о последних событиях, связанных с Казахстаном. В очередной раз кремлевские пропагандисты в лице Никонова и Федорова продемонстрировали свою безграмотность и убогие знания истории, оскорбив при этом всех казахов. Давайте же еще раз взглянем на короткий отрывок, а потом разберем их бредни на реальной исторической основе. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза, там, ну и так далее. Тут буквально как гром среди ясного неба. Комментарий Никонова на одном из федеральных каналов по теме Казахстана. О том, что территория Казахстана, часть из него, да и, наверное, вся, по сути дела, была передана в советское, в 91 году, оторвана от России, передана Казахстану. Вот в данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории, случайным образом 100% своей территории. Но это как бы уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, ну хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алмата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти, а мы-то здесь при чем? Ну, МИД Казахстана вручил ноту нашему послу, депутат Никонов, сказал, что территория Казахстана – это подарок со стороны России и СССР. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Ну, все правильно сказал. Никонов очень грамотный человек, занимается этим. Был бы жив дедушка его, министр иностранных дел Молотов Вячеслав Михайлович, он бы подтвердил это. Там Россия, Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем здесь Казахстан. Казахские племена кочевали там, в Средней Азии. И там все было перепутано. Где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы, муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было. Это все создала искусственно советская власть. Так они продолжают обвинять Никонова. Ну, еще заставить его извиняться за то, что живете на русских землях. А русские там как появились? Что они там? С неба прилетели, что ли? Эх, сучата. Ну, сучата. Что ж, как всегда, кроме оскорблений и прочего бреда, мы ничего нового не услышали. Но на дураков грех обижаться. А посему давайте их просто размажем. И чтобы каждый русскоязычный болван абсолютно любой национальности, но солидарный с кремлевскими отбросами, смог напрячь свой маленький мозг, данный выпуск мы проведем полностью на русском языке и развеем все российские мифы о казахах на основе российских же источников. Так сказать, ударим по ним их же оружием. Миф первый. Казахов придумал Сталин. Вас звали киргизами, значит вы киргизы. Эту идиотскую и до нельзя глупую ересь, которую часто употребляют как российские шовинисты, так и казахстанские сторонники русского мира, разносит в пух и прах труд Алексея Ираклиевича Левшина «Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей». Оглавление. Содержание второй части. Исторические известия. Киргиз-кайсакам дают чужое имя. Их смешивают с настоящими или дикими киргизами. Их правильнее называть киргиз-казаками. Подлинное их имя – казак. Название «казак», перешедшее в средних веках и ко многим отраслям русского племени, принадлежит киргиз-кайсакским ордам с начала их существования.
и что они себя до ныне иначе не называют, как казаками, то есть казак. Под сим же именем они известны персиянам, бухарцам, хивинцам и прочим народам Азии. Китайцы, смягчая начальную букву «К», говорят «хасаки». До 18 столетия и в России не знали киргиз-кайсаков, но именовали их казаками, казачью ордою. К составлению названия киргиз-кайсаков побуждало, конечно, и то, что народ сей, именуясь казаками, не мог быть в разговоре удобно отличаем от новых обладателей Сибири, ибо сам Ермак, сподвижники его и потомки их были казаками. По всем сим причинам орды, которые в летописях наших 16 и 17 столетий не имеют другого названия, кроме орд казачьих, в дополнение к собственному имени своему казак, получили прилагательное киргиз. Основываясь на всем, мы полагаем справедливым вместо искаженного слова кайсак употреблять казак. Также в книге российского этнографа и географа Мейендорфа «Путешествие из Оренбурга в Бухару», написанной в начале 19 века, отмечается, что они, казахи, не называют себя киргизами, а именуют казаками, что означает «всадник» или «воин». И в завершение темы, касаемой нашего древнего этнонима «казак», хочется добавить, что в советское время, еще до прихода Сталина, во время 5-го Всеказахского съезда Советов, вышло постановление за номером 114 о восстановлении имени казаки за киргизской национальностью. Цитируем. «Для восстановления исторически верного имени киргизского народа 5-й съезд Советов постановляет впредь именовать киргиз казаками». 19 апреля 1925 года, город Кызылорда. Миф второй. У казахов никогда не было государства, в Сибири никогда не было казахов, они жили южнее. Север Казахстана – это русская земля. Отдельное видео о наличии у казахов древнего государства у нас уже есть на канале, поэтому в рамках данного выпуска нет смысла подробно останавливаться на этой теме. Я оставлю ссылку в описании и в подсказках. А пока давайте перейдем к следующим пунктам. Известный российский историк и этнограф Николай Александрович Аристов в своих работах так высказывался о казахах. Этот народ по численности занимает второе место между тюркскими народностями. Первое принадлежит туркам-османам. По пространству же земель первое, ибо распространяется от монгольского Алтая до низовьев Амудари и Каспийского моря, от западного Тянь-Шаня до Уральских гор. Сверх того, по своему географическому положению киргиз-казачьи степи помещали все непосредственно спускавшиеся в них с Алтая тюркские племена, а потом дала приют и остальным тюркским племенам, обитавшим первоначально в Монголии, так что в состав киргиз-казаков можно ожидать найти представителей всех главнейших и древнейших тюркских племен. Историк Василий Радлов говорит, обыкновенно киргизами называют тот народ, который живет в больших степях Средней Азии, от Каспийского моря до горной цепи Алтая и от города Омска до Коканского ханства. Это имя совершенно незнакомо большей части этого народа, которые с тех пор, как история говорит, не называют себя иначе, как казак. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей Алексей Левшин, глава 3. Семен Мальцев, посланный царем Иоанном Грозным в 1569 году к нагайцам, жившим между Волгою и Яиком, пишет о нападении на улусы их казацкой орды Хакназара царя, Шигая царевича и Челыма царевича. Но через 4 года после того Иоанн решил войти с ними в политические сношения. Причиной такого предприятия были, вероятно, просьбы Строгановых, которые, имея с ордою казачью торговые связи, склонили государя поддержать и распространить оные отправлением к владельцам той орды своего посланца.
Звание сие было возложено на Третьяка Чебукова. Не получив успеха в первом опыте сношений с киргизской саками, Иоанн Грозный отложил вторение оного до другого удобного случая. Между тем, 30 мая 1574 года он дал Строгановым грамоту, которая дозволяла им беспошлинно торговать с казачьей ордою. Завоевание Сибири, вскоре засим последовавшее, сблизило народ сей с россиянами. Кучум, последний хан сибирский, был сам киргиз-казак. Завладел Искером силою оружия и убиением царствовавших в нем князей Ядигара и Бекбулата. Он необходимо должен был иметь около себя и войско, составленное из прежних соотечественников своих. Следовательно, Ермак и сподвижники его без всякого сомнения сражались с казаками или нынешними киргиз-казаками. Муртаза, отец Кучумов, был, вероятно, владелец уже довольно сильный, ибо не только дал сыну своему войско для завоеваний, но прислал оное вместе с мулами для введения в Сибири магометанской религии. Также данный факт зафиксирован в ремезовской летописи, глава 5 о царе Кучуме. Цитата. «Приди же степью из казацкой орды царь Кучум, Муртазеев сын, со многими воинскими людьми, и дойде до города Сибири, и град Сибирь взя, князей Етигеря и Бекпулата уби, и прозвася сибирский царь». Все это свидетельствует о том, что казахи правили Сибирью задолго до прихода русских и первого появления Ермака в Сибири. Все это означает то, что Северный Казахстан, то есть Южная Сибирь, по праву являются территорией суверенного Казахстана. Исходя из вышеизложенного, становится очевидно, что московская администрация искала пути установления дипломатических и экономических контактов с казахским ханством. Это и является прямым свидетельством того, что казахское ханство было суверенным государством с его четкими границами и территорией. Ну и последний на сегодня миф, форпост Верный, был построен в ранее безлюдной голой пустыне. Здесь мы вкратце приведем пример, наглухо разрушающий вранье кремлевских пропагандистов. Открываем записки Императорского русского географического общества, том 1, издательство 1867 года. В 1853 году Заилийский край окончательно занят русскими, и в 1854 году основано укрепление Верное. На том месте, где в средние века был город Алмату, то есть Яблочный, известный по своей торговле и служивший станцией на большой дороге, по которой, между прочим, ходили генуэзские купцы в Китай. Это еще раз доказывает, что кремлевские балаболы ни черта не знают свою историю или намеренно скрывают такие факты. Что касается появления русских переселенцев на территории Казахстана, впервые это случилось только после отмены крепостного права в царской России аж в 1861 году. Бывшие крепостные невольники, наконец-таки получившие свободу, оказались не нужны своему отечеству, и российская администрация отправила их восвояси, подальше от внутренних губерний России, селиться в завоеванных казахских землях. Это был такой экскурс в историю, в настоящую историю без подлогов и лжи, так любимой кремлевскими пропагандистами. В следующих выпусках мы продолжим развеивать мифы, придуманные Кремлем относительно нашей страны. Всем спасибо за внимание. Тем, кому понравился ролик, и тем, кто узнал для себя много нового, прошу оценить нашу работу лайком, подписаться на канал и сделать репосты. Сау болыңыздар!